мечты. Если сердце общежитие, где не места, где не быть там. Если не по себе, значит не с тем, значит не там. Мы наедине, шум от пленки кассет, обратный билет, молча уйти, так будет проще всех. Свою правду на полжемчу, мне не легче. Этот вечер бесконечный. Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех. Каждому по факту рядом нужен человек. Это так абстрактно, это бабочки эффект. Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех. Каждому по факту рядом нужен человек. Это так абстрактно, это бабочки эффект. Еле шепчет мне вечно, рассыпая наши мечты. Если сердце общежитие, где не места, где не быть там. Если не по себе, значит не с тем, значит не там. Мы наедине, шум от пленки кассет, обратный билет, молча уйти, так будет проще всех. Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех. Каждому по факту рядом нужен человек. Это так абстрактно, это бабочки эффект. Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех. Каждому по факту рядом нужен человек. Это так абстрактно, это бабочки эффект.
На большом воздушном шаре, на большом воздушном шаре. Мы с тобой возьмем мешков с песком побольше, чтобы дольше быть поближе к метео. Мы с тобой возьмем мешков с песком побольше, сбросим их на пляжи южных берегов. На большом воздушном шаре мандаринового цвета мы с тобой проводим это лето. На большом воздушном шаре мандаринового цвета мы с тобой проводим это лето. Будь готов, летать мы будем очень долго. Миллионы песен с высоты споем. Мы с тобой раскрасим небо ярко-синий, чтобы выделяться выгодно на нем. На большом воздушном шаре мандаринового цвета мы с тобой проводим это лето. На большом воздушном шаре мандаринового цвета мы с тобой проводим это лето. На большом воздушном шаре. По-моему, отличное начало. Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Акмулинский! Громкие эмоции. Студенты здесь? Преподаватели. Административный корпус. И еще говорят, бывших студентов не бывает. Дайте шум! Меня зовут Дамир Лукманов. Если сегодня меня знают как ведущего телеканала БСТ и «Голос Уфа-арены», то в период с 98 по 2003 год студент педагогического университета, факультета физической культуры. Привет! Ну и на правах ведущего давайте в этом концертном зале лучшего вуза планеты громко-громко пошумим. Всех с праздником! Класс! Ну и начнем мы с поздравления, далеко не с моих поздравлений, прямо сейчас. Искренние поздравления с Днем российского студенчества от министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова. Внимание на экран. Дорогие друзья, поздравляю с Днем студента. Сегодня вы находитесь на важном и интересном этапе жизни. Осваиваете азы выбранной профессии. Получаете серьезный опыт. Знакомитесь с новыми друзьями и будущими коллегами. Перед вами открыты все двери, а система образования дает необходимые
возможности для получения качественных знаний и умений. Уверен, многие из вас внесут значительный вклад в развитие родной страны. Искренне желаю всем студентам педагогических вузов и колледжей усердия и терпения, внимательности и настойчивости. Не бойтесь трудностей и верьте в свои силы. Тогда вы точно сможете добиться выдающихся успехов. Отдельно хочу поздравить и поблагодарить преподавателей вузов и колледжей, ваших наставников. Благодаря чуткости, требовательности, моральным и нравственным качествам вы становитесь не только проводниками в сфере выбранной ребятам профессии, но и примером для молодых специалистов. Желаю студентам и педагогам успехов, вдохновения и всего самого доброго. Ну что ж, давайте аплодисментами поблагодарим Сергея Сергеевича за эти поздравления. Абсолютно правильное начало, и мы готовы к старту. Это квартирник. Квартирник, что уже стало такой доброй традицией. Единственное, что не было известно до последнего момента, это в каком же формате пройдет сегодняшний праздник. Выбор пал на всем известное командное телешоу «100 к 1». Надеюсь, вы его хотя бы раз видели и будете понимать, что будет происходить на этой самой сцене. Кроме того, участники игры, а это 4 команды, люди вам, безусловно, известны. В исключение могут быть, наверное, только лишь первокурсники. Они тоже сегодня участвуют в игре. Друзья, давайте пожелаем удачи всем тем, кто будет бороться за главные призы. Сегодня призов будет очень много. И, кстати, вы тоже сможете кое-что выиграть. Друзья, вы готовы? Я спрошу, как я обычно это делаю на хоккейных матчах. Вы готовы? Совсем другое дело. Ну что ж, друзья, я занимаю свою позицию ведущего, и прямо сейчас представляю первую команду из 4. Первая команда представлена первокурсниками Башкирского педагогического университета, которые назвали себя, как вы думаете, когда первоши. Под ваши аплодисменты встречайте студентка факультета башкирской филологии Айгиза Бекметова, студент факультета психологии Тагир Магасумов и студент Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий Ниматила Абахурайра. Верно? Все получилось. Ну и давайте, наверное, эти ребята еще пока не успели прославиться, в качестве аванса, прям максимальную для них поддержку, это наши первоши. Итак, кто же будет вашими соперниками? Я думаю, вам уже очень-очень интересно, хотя, скорее всего, вы успели с ними познакомиться за кулисами, даже могли их как-то подкупить каким-то образом. Команда соперников представлена студентами старших курсов. Опытные ребята, которые назвали себя команда «Без мальчишек». Под ваши аплодисменты встречайте студентка Института педагогики Карина Хайрудинова, студентка Института исторического, правового и социально-гуманитарного образования Алсу Кулимбетова, а также студентка художественно-графического факультета Кристина Саватеева. Итак, давайте чуть ближе познакомимся с командами. Команда первоши. Вашим капитаном является кто? Так, у вас капитан никто иной, как Карина Айгиза. Айгиза, очень приятно. Айгиза, я тебя поздравляю. Ты в числе первых. Давайте будем общаться в микрофоны. Мы сейчас как раз посвятим этому время для того, чтобы проверить их работоспособность, ну и заодно передать привет тем, кто смотрит нас в прямой трансляции или будет смотреть потом в записи. Давайте пошумим. Айгиз, как тебе в роли капитана? Все супер. Как ты заслужила, скажи, эту роль в команде? Ну, вот эти вот прекрасные люди, вот эти прекрасные парни решили назначить меня капитаном. Действительно, почему? Так вышло. Хорошо. Так Нет, ребят, вышло. вы берите, смотрите. У нас бюджет позволяет, у всех есть микрофоны, посмотрите. Здорово, здорово. Они разноцветные, они качественные, поэтому не стесняйтесь, берите свой микрофон. Давайте такой блиц каждому. Скажите, почему вы выбрали Акмулинский, когда выбирали вуз для поступления? Я выбрала Акмулинский университет, потому что здесь больше всего развита творческая жизнь. Меня это больше всего привлекло. Учиться не планируешь, я понял.
Учиться, конечно, планирую, но больше всего, вот, как я уже говорила, меня привлекла творческая жизнь. То есть здесь можно развиваться не только интеллектуально, ну и, конечно же, вот, выступать на сцене. И умеете говорить коротко. Спасибо. Да. Прости, пожалуйста. У Тагир, меня ситуация немножко другая. Я пошел сюда по рекомендации, конкретно на факультет психологии. слушайте, я первый раз слышу, что поступает в институт по сарафанному радио, да? Такая рекомендация была? Да, все Здорово. верно. А у меня вообще чудо. Поступил сюда, выиграв Олимпиаду. Какую олимпиаду? Акмулинский Ну, направление какое? Институт физики и математики цифровых технологий. Такие люди нам нужны. Браво, отлично. Первошам наши аплодисменты. Так, ну что, команда без мальчишек. Здравствуйте. Да, название абсолютно, по-моему, полностью Соответствует. характеризует команду. Капитаном команды является Карина. Все верно. Да, Карина, вы чем заслужили быть капитаном команды? Да мы как-то... Девчонки, берите микрофоны, берите. Кто капитан? И все такие, Карина. Я говорю, хорошо. Ну, так обычно всегда и бывает. Ну, это либо очень талантливые люди, либо выскочки. Я не знаю, как в вашем случае. Ребят, ну вы как опытные уже, да, может быть, сейчас с каждого по небольшому совету первошам, во-первых, те, которые стоят напротив вас, ну и те, кто, возможно, сидит в зале, и те, кто смотрит нас с прямой трансляции. Совет от бывалых. Совет от бывалых. Я как человек творчества, который 6 лет провожу время именно на этой сцене. Иди дальше, малышка. Развивайся в творчестве. Это персональный был совет. Так, дальше. У меня, наверное, очень полезный совет – это ловить все возможности, которые представляет наш вуз, потому что на самом деле трамплинов для развития молодежи очень много, и этими трамплинами очень хорошо воспользовалась, поэтому это самый ценный совет с моей стороны. Главное их замечать. Да, все верно. Поддержу Алсу. Я пришла сюда учиться, но так получилось, что сейчас я очень мало учусь, потому что нашла себя, и развивайтесь. В нашем вузе есть, правда, возможности для вашей будущей карьеры. У меня все. По-моему, достойно. Спасибо. Итак, друзья, ваши аплодисменты. Две команды. Команда перваши, команда без мальчишек. И мы готовы приступить. Это первый тур. Игра 100 к 1. Вы примерно понимаете, да, о чем речь. Мы задаем вопросы, но перед тем, как задать их вам, мы задали эти вопросы как минимум сотни человек. Они дали ответы, и у нас есть популярные, так и менее популярные ответы. И для того, чтобы разыграть право угадывать первым, мы сейчас передаем бразды правления капитанам. У вас есть кнопочки, которые вы должны нажать в тот момент, когда я задам первый вопрос. Тот, кто первым нажмет, тот получает приоритет ответить на вопрос максимально популярным, по вашему мнению, вариантом. Итак, все готовы? Максимальная поддержка этого зрительного зала. День студента начинается. Итак, первый вопрос, первый тур. Что может получить студент? И у нас сработала синяя кнопка. Команда первашей получает возможность первым ответить на вопрос. Итак, как вы думаете, самый популярный ответ Ну, это я считаю, что студент может получить стипендию. достаточно? Или вы будете размышлять еще что-то по этому поводу? Хорошо, давайте посмотрим, что у нас там со стипендией. Я вас поздравляю. С этого момента вы та самая команда, которая получает возможность, в принципе, забрать путевку в финал, потому что победитель этого тура отправляется в финал. Ну, девчонки, которые без мальчишек, вам нет никакого смысла сейчас что-либо предполагать. Я предлагаю не сдавать какие-то варианты, которые у вас родились, потому что, естественно, далее будете свои предположения выдвигать вы. Все, просто по очереди приступим. Ну, давайте... Вот да, с вас начнем. Что по вашему мнению, может получить студент? Ну, они могут получать образование. Образование. Давайте посмотрим, есть ли вариант образования на нашем табло. Понимаете ли, в чем дело? Дело в том, что не все те из 100 человек имеют какое-либо отношение, в принципе, к учебе. Это не обязательно студенты, не обязательно преподаватели, это просто были прохожие. Поэтому, видите, не все, оказывается, считают, что можно получать образование. Ну и, кстати говоря, если вдруг случится так, что 3 крестика загорит, и вы дадите 3 неверных ответа, ход перейдет к вам, и тогда уже вы точно сможете себя проявить. Прошу. Хорошо, можно разделить образование от диплома, поэтому я назову диплом.
Давайте посмотрим на нашем табло, есть ли вариант диплом. Я вас поздравляю. К 45 очкам вы можете прибавить в 17 случае, если выиграете этот раунд. Снова ход переходит к нашему капитану. Пусть будет профессию. Профессию. Хороший вариант, достаточно интересный. Профессия, которую вы, в принципе, либо арт-директор. Какая будет профессия, когда вы закончите? Человек, который посвящает все свое время творчеству. Профессия. Есть ли у нас на табло такое слово? Это был второй промах и такой легкий смешок в нашем зале. Институт, профессия. Нет, ничего такого не слышали мы. Так, снова прошу ваш вариант до третьего промаха. Давайте пусть ответит капитан команды. Нет. Давайте, знания. Знания. Неплохо. Не думаете вы, что это такой синоним образованию? Нет. Зачет или не зачет мы зачли? Как знание, да? Да? Ну да. Вы как считаете? Можно зачесть? Есть ощущение, что протекция какая-то здесь присутствует. Определенно. Ну, раз вы взяли микрофон, давайте тогда у вас есть право на... Даже уже на ошибку нет, собственно, права. Последний промах, и вы лишаетесь права ответа. Ну хорошо, давайте попробуем друзей или коллег. Итак, вопрос звучал так, что может получить студент? Друзей. Получите, пожалуйста, друга, распишитесь. Это был третий промах, и ход переходит к команде без мальчишек. Давайте их поддержим. Они, мне кажется, чуть-чуть заскучали. Так, ну что, что такое, что случилось? Повторите, пожалуйста, вопрос. Итак, что может получить студент? У нас уже открыто, посмотрите. Три строчки, но дело в том, что по правилам игры 100 к 1, если вы дадите хотя бы один правильный ответ, вы забираете весь банк. Сейчас каждый по очереди называет по одному варианту, капитан выбирает лучше по его мнению, либо предлагает свой вариант. Ваш вариант? Автомат. Зачет автоматом. Посмотрите на экран. Он относится... Спасибо большое. Мы, конечно, хотели дождаться, пока капитан команды примет решение. Но, тем не менее, дамы и господа, у нас есть первый финалист. Громкие аплодисменты для них. Мне кажется, на ваших глазах произошло следующее. Опыт решил исход поединка. Вот так вот, посовещавшись, выждав. Такая точная реакция. Вы посмотрите, всего 2 человека ответили так же. И это победа. Вам достаются все заработанные очки. Я не буду их считать, мы их посчитаем чуть позже. Но это будет иметь значение, потому что в следующий раз в финале команда, набравшая меньшее количество очков, будет начинать. Давайте посмотрим, что еще осталось у нас на экране. Что еще говорили наши опрашиваемые. Оценку 8 баллов вы бы заработали. И последняя строчка не открытая. Студент может получить грамоту. Похлопайте, кто хоть раз получал грамоту. Здорово, отлично. Ну что ж, мы поздравляем вас. Вы не расстраивайтесь, потому что вы будете бороться еще за 3-е место. Вы еще выйдете на эту сцену в качестве участников. Ну а мы аплодисментами провожаем наших участников в зал. Дорогие друзья, я уже говорил о том, что каждый, кто находится в этом зале, также примет участие в розыгрыше классного приза, который разыгрывается ежегодно. Это самый потрясающий подарок в День студента, мне кажется. Речь идет о специальном призе ректора Акмулинского – зачете автоматом. Итак, прямо сейчас, пожалуйста, посмотрите на экран. Вы видите QR-код, который нужно будет отсканировать. Ваша задача — ответить правильно на вопросы о педагогике и сделать это быстрее всех. Уже в конце квартирника мы узнаем обладателя специального приза ректора, и мы желаем вам удачи. Вполне возможно, если вы в это время еще будете кричать «Халява, приди!», возможно, вам повезет чуть больше. Ну, а мы продолжим наш праздник с замечательной музыкой. Сегодня у нас в гостях проект Лукманов Трибьют. Ну и, конечно же, талантливейшие артисты
которые вам знакомы как одногруппники. Это студенты Акмулинского, друзья. Юлия Буракова, Полина Пурахина и группа Лукманов «Трибьют». Дайте аплодисменты. Наш свет засыпал снег, и для всех нас 2 недели нет. Звезд пыль, вели по трассе в полной темноте. Я не считаю минуты, я не считаю года, я не считаю минут, просто мы вместе. Я не считаю минут, я не считаю года, я не считаю минут, сколько мы вместе. Охрипло, нет голоса, свет фар освещает лица, и пыль летит в глаза, но нет, не остановиться. О-о-о-о, 140, скорость над света, направление века. О-о-о-о, были связаны ленты красного заката. О-о-о-о, 140, скорость над света, направление ветра. О-о-о-о, были связаны ленты красного заката. Вот здесь останови. Хочу почувствовать запах вишни. Не лей, дождь, подожди. Все скажу тебе, все тебе. Я не считаю минуты, я не считаю года, я не считаю минут, просто мы вместе. Я не считаю минут, я не считаю года, я не считаю минут, просто мы вместе. Охрипло, нет голоса, свет фар освещает лица, и пыль летит в глаза, но нет, не остановиться. О-о-о-о, 140, скорость над света, направление ветра. О-о-о-о, были связаны ленты красного заката. О-о-о-о, 140, скорость над света, направление ветра. О-о-о-о, были связаны ленты красного заката. О-о-о-о, 140, скорость над света, направление ветра. О-о-о-о, были связаны ленты красного заката. Были связаны ленты красного заката. Ну что, всем добрый вечер! Поем все вместе! Конечно, конечно, можно танцевать, петь! Ребята, сегодня именно наш день. Поехали! Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы пары слов.
А недолгий вечер, а недолгий вечер станет ночью темной, новною без снов. А недолгий вечер, а недолгий вечер станет ночью темною без снов. Все вместе! И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя мне одному совсем, совсем. Поехали! Знаешь, ты без слов, тебе давно все ясно. Только прячешь взгляд своих счастливых глаз. И опять напрасно. Что? И опять напрасно собираюсь я все рассказать сейчас. И опять напрасно, и опять напрасно собираюсь все сказать сейчас. Поехали! И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя мне одному совсем, совсем ни к чему. Поехали, танцуем! Еще! Я не вижу галерку наверху! Руки выше! И поехали! Сейчас обязательно со мной все вместе! И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя и совсем ни к чему. Еще танцуем! С праздником, дорогие друзья! Сегодня только веселье! Мне кажется, только что Дмитрий Колыванов нам продемонстрировал, что такое порвать зал. Как вам? Я не знаю, как после этого продолжать что-то такое интеллектуальное, но мы продолжим, потому что все, что было до, это был только лишь разогрев к нашему второму полуфиналу. Вы готовы? Конечно. Итак, второй полуфинал. С огромным удовольствием приглашаем команды занять место игроков. За синий зал приглашается команда, представляющая профессорско-преподавательский состав Акмулинского университета. Команда под названием 2+1. Итак, мы приглашаем преподавателя физики, инженер-магистра в области наноэлектроники колледжа Акмулинского университета Тимура Надировича Османдиярова. Ох, чувствую. Одни знаменитости в команде. Приглашается заведующий кафедрой теории и методики
физической культуры и спорта Гюзель Миняхметовна Юламанова. И заведующий кафедрой английского языка Раиса Мингазидиновна Иксанова. Ну что ж, друзья, еще раз громкие аплодисменты этой замечательной троицы, которые, конечно же, не терпится увидеть своих соперников, которые представляют административный корпус Акмулинского. Команда под названием «Приоритет». Итак, встречайте председатель Совета ректоров вузов Республики Башкортостан, ректор Акмулинского университета, депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Салават Талгатович Сагитов. Приветствуйте, пресс-секретарь Акмулинского университета Елена Игоревна Киселева. И, конечно же, несмолкаемые аплодисменты руководителю Центра менеджмента качества Глие Рафаиловне Гельмановой. Приоритет. Команда «Приоритет». Чудесно. Отлично. Мне кажется, легко в этой троице узнать капитана по характерному имени Тимур Надирович. По характерному имени. Так. Добрый вечер всем. Тимур Надирович, давайте пару слов о сильных сторонах вашей команды. Сильная сторона, то, что мы справа. Это уже победа. Относительно меня как минимум. Так, хорошо. Ну давайте, сегодня все-таки День студента, немножечко поговорим о студенчестве. Но в вашем случае, то, какое вы теперь отношение имеете, да, к студенчеству. С каждым из вас такой блиц-опрос. Ставите ли вы оценки автоматом? Есть такое? Бывает? Практически всегда. Да вы что? Потому что у нас на факультете учатся самые мудрые, самые целеустремленные студенты. И все это не ради же аплодисментов в тот момент, когда вы выходите на сцену. Хорошо, но кроме вас, что-то я смотрю, никто не сыпет автоматами, да, по всей видимости? Да? Никто больше не поддерживает? Или вы плохо меня слышите? Почему стали? Замечательно. Мы же проверяем команда. работоспособность наших микрофонов. Хорошо. Ваши качества, которые вы цените, качество студентов, которые вы в большей степени цените. По очереди. Ладно. Да. Ответственность и чувство юмора. Класс. Желание к знаниям, естественно, и целеустремленность. Здорово. Честность. Отлично. Прозвучали аплодисменты всех тех, кто себя узнал в этом описании. Так, ну что, давайте пообщаемся немного с командой «Приоритет». Но, безусловно, я думаю, ни для кого не возникает вопросов, кто же является капитаном этой команды. Ну, конечно, Елена Игоревна. Конечно, да. Доля секунды прошло с момента объявления ее имени. Мне кажется, даже легкое удивление не успело проскочить. Количество кадров не успело это заснять. Вы всегда готовы? Для меня это неожиданность. Ну, тем не менее, добро пожаловать. Вы стоите около кнопки, поэтому что? Вы человек, принимающий решение. Вопрос к вам такой в качестве тоже блица. Хотелось бы вам когда-нибудь хотя бы на мгновение вернуться на студенческую скамью? Регулярно. Периодически хочется. Да. Постоянно. Мы работаем в ВУЗе, поэтому это почти всегда, каждый день. Все-таки, да? Но это не потому, что просто, вернувшись в студенчество, можно периодически проспать, сказать мама, мне ко второй паре. Третий. Даже к третьей. Хорошо. Ну, тогда еще такой вопрос. На ваш взгляд, как вы считаете, что обязательно студентам за время обучения нужно успеть сделать? Ну, помимо получения образования, естественно. Поверить в себя. Кайф. Здорово. Ничего не бояться. Принять решение, кем он станет дальше. Здорово. Спасибо большое. Аплодисменты. И мы готовы приступить к определению финалиста. Как вы понимаете, победитель отправится бороться за первое место. Ну, а тот, кто окажется чуть-чуть позади, будет бороться как минимум за третье место. Итак, условия все те же. После того, как я задам вопрос, капитаны должны максимально быстро нажать на кнопку для того, чтобы получить приоритет. Да, для того, чтобы получить право первого ответа. И при этом нужно угадать, естественно, самый популярный ответ из тех, которые дали нам 100 опрашиваемых нами людей. Все готовы? Все готовы? Аплодисменты, максимальная поддержка!
Итак, вопрос звучит так. Каким должен быть современный учитель? И команда «Приоритет» получает у нас право первого ответа. Нужно посоветоваться, да? А что вы? Вы не смотрите на них, там вы ответ не найдете. Елена Игоревна, давайте, сами. Мы считаем, что современный учитель должен быть справедливым. Справедливым. Красивое очень слово. А давайте посмотрим на экран, есть ли это слово на табло. Это не значит, что современный учитель не должен быть справедливым. Это просто, это просто на табло не оказалось этого слова лишь потому, что его не назвали люди, которые очень плохо знакомы, наверное, и никогда не были студентами педагогического университета. Ну что, друзья, 2+1, у вас есть все шансы. Вопрос капитану, вопрос также звучит. Каким должен быть современный учитель? Харизматичным. Харизматичным. Давайте посмотрим, есть ли такое слово, такой вариант на нашем табло. И это снова промах. О чем это может говорить? О том, что... Непонятно кого спрашивали, да? Вообще, да? Да я вообще не удивлюсь. Например, я думаю, это все ваши ответы. Если все это все 100. чат GPT все это сделал и ничего общего не имеет. Ну что, снова шанс. Добрым. Добрым должен быть. Давайте посмотрим на экран. Понимаете, мне кажется, все меньше и меньше у вас шансов получить автомат. Сейчас кто-то первое место сразу займет. И очко уходит в зрительский зал. Я не знаю, кому-то присудим победу. Ну, давайте, ваш вариант. Креативный. Креативный. Давайте посмотрим на табло. И... Та-да! Первые 4 балла зарабатывает у нас команда 2+1. И теперь по очереди у вас есть возможность заработать все очки и открыть все табло. При этом постараться нужно сделать как можно меньше ошибок, тем более, что количество ошибок ограничено. Прошу. Знающим свой предмет. Знающим. Знающим. Ну, Давайте другое скажем. Мудрым. Мудрым. Давайте посмотрим. Я считаю, что синонимы могут использоваться. Браво! Я поздравляю вас, это самый популярный ответ. Умным, мудрым, 38 баллов вы заработаете в том случае, если не сделаете ошибки. Прошу. Веселый. Веселый. Ну, почему нет, да. Если добрый уже отпало, харизматичный отпало, ну, хотя бы веселый. Вот, повеселились и будет. Но у вас есть еще, как минимум, видите, один крестик, пока он не активен, поэтому прошу, капитан. Красивый. Давайте все вот так вот покажем. Ну, красивым. Есть ли такой ответ на табло? Но почему бы и нет? У вас редактор что заканчивал? Видимо, не наш университет. Давайте я не буду никого сдавать. Потом скажу обязательно. Но тем не менее. Продолжаем играть, продолжаем сражаться за выход в финал. Что повелел совет? Акела промахнулся или что там? Давайте. Вот у меня все время хочется с чувством юмора. С чувством юмора. Это что значит? Веселый, вы не считаете, что это синоним веселому? Это филолог. Очень тонко вы мыслите. А если одним словом, я могу сказать, что там только вот односложное все. Я вам пытаюсь помочь. Юморной. Юморной. Давайте посмотрим. Есть ли такой ответ? Юморной. Та-дан, та-да-тан. К сожалению, вы исчерпали количество ошибок. А теперь, внимание, уважаемые мои участники команды «Приоритет». Условия игры такие. Каждый по очереди называет свой вариант. Капитан принимает решение, он может выбрать один из вариантов предложенных, либо предложить свой. И если вы угадываете один из вариантов на табло, вы забираете весь банк. И добро пожаловать в финал. Грамотным? Грамотный. Спортивным. Образованный. Образованный. Грамотный, спортивный, образованный. Пошел шепот какой-то по залу. Что-то было похоже уже, да? Образованный, умный. Вы не считаете? Тоже очень похоже. Да, все бы ничего, но вот, Елена Игоревна, вам принимать, собственно, решение.
Итак, если вы отвечаете правильно, и этот вариант есть в табло, вы забираете раунд. Если нет, раунд забирают ваши соперники 2+1. Да, представляете, вы уже достаточно отвечали. Итак, та-да-да-дан-та-дан, дайте поддержку. Спортивный. Итак, каким должен быть современный учитель? Он должен быть спортивным. Кто считает так же, поаплодируйте в зале. Кто считает, что надо что-то другое придумать? Я растягиваю удовольствие. Ну, давайте посмотрим. Спортивный на табло. К сожалению, вы ответили неверно, но к радости команды 2+1, которые обнимаются, поздравляют друг друга, вы отправляетесь у нас прямиком в финал. Но давайте, тем не менее, вам же интересно. Вообще, мне больше интересно, кто эти люди, которые отвечали, да? Вот, да. Давайте посмотрим на табло, что же скрывается, ну, например, на 4-й строчке. Модным должен быть учитель. Поддерживаете? Давайте, кто поддерживает, хлопает в ладоши. Современный учитель должен быть модным. 3-я строчка. Продвинутым. Вот такое дело есть. Так, хорошо, вы бы заработали 16 баллов. И еще одна строчка. Универсальным. Что бы это ни значило, мне кажется, спортивным, харизматичным, веселым. В общем, все это универсальным. Ну что ж, еще раз наши поздравления команде 2+1. Спасибо. Не расстраивайтесь, вы поборетесь еще у нас... Нет, вы поборетесь еще за 3-е место, а мы под аплодисменты провожаем команды занять место в зрительном зале. Ну а прямо сейчас безудержное веселье. Я уже обратил внимание, что вы приподнимаетесь со своих мест и даже устраиваете настоящие здесь танцы. Почему бы и нет? Встречайте Азалия Беймбетова, Алина Галикеева и лучшие музыканты города Уфы, группа Лукманов Трибьют. Ваши аплодисменты, друзья. Спасибо. Без тебя не так, лечу к тебе словно комета. И даже подумай пистолета, я найду тебя, я найду тебя. Ведь без тебя дико мне так, ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет даже это лето, ведь ты моя, да. Все, без тебя не так, лечу к тебе словно комета. И даже подумай пистолета, я найду тебя, да. Бурем бою небо кроет, вихри снежные грузя. То, как зверя нас зовут, то заплачет, как дитя. И если ты найдешь во мне я, останови это мучение. В тот миг, когда я потерял тебя, там вдали падала луна. Падала луна. А теперь все вместе. Все, без тебя не так, лечу к тебе словно комета. И даже подумав пистолета, я найду тебя, я найду тебя. Ведь без тебя дико мне так, ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет наше это лето, ведь ты моя, ведь ты моя. Все, без тебя не так, лечу к тебе словно комета. И даже подумав пистолета, я найду тебя, я найду тебя. Ведь без тебя дико мне, да. Ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет даже это лето, ведь ты моя, ведь ты моя. Без тебя не так, без тебя.
скажу, чему веришь. Я уже слишком жива. Позабыть не успеешь, разлюбить не сумеешь. Но у меня зима в сердце, на душе. Знаю я, что можем мы друг без друга. Зима в сердце, на душе вьюга. Ты понимаешь, что мы друг от друга. Зима в сердце, на душе. Знаю я, что можем мы друг без друга. Зима в сердце, на душе вьюга. Ты понимаешь, что мы друг от друга далеко. Танцуем! От твоего вскрика, без твоего вздоха я слишком отвыкла, я слишком свободна. Я стала спокойна от давнего слова, когда вдруг решил крылатым стать снова. Убери руки с моего пульса, я уже слишком жива. С моего пульса убери руки. Но у меня зима в сердце, на душе. Знаю я, что можем мы друг без друга. Зима в сердце, на душе вьюга. Ты понимаешь, что мы друг от друга. Зима в сердце, на душе слушай. Знаю я, что ты мне больше не нужен. Эта зима мне сердце остудит. Тебя в моей жизни больше не будет никогда. Спасибо! Отличный респект нашему танцполу, друзья, аплодисменты. Так, ну что, очень-очень интересно складываются у нас события. Лично мне все очень-очень нравится, потому что у нас, как вы понимаете, определены две пары команд, которые будут бороться за 3-4 место, и наш суперфинал. Ну а за 3-е и 4-е место у нас борются перваши. И так, на секундочку, команда «Приоритет». Итак, в синий угол нашего ринга приглашается команда «Перваши». Под ваши аплодисменты, друзья. Ну, не знаю. Да вот за синий вставайте сюда. Да. Не знаю, насколько вы волнуетесь. Вы же понимаете, да, с кем вам придется соперничать? Чувствуется, нет определенное давление авторитета. Вот. Ага. Включай микрофон, все будет работать. У нас не было выбора. У вас нет выбора, и это замечательно. Итак, к красной тубе приглашается команда «Приоритет». Встречаем. А что такие жидкие аплодисменты у нас? Вы знаете, такое ощущение, как будто все уже предрешено, а ведь все совершенно не так, потому что у нас настоящая битва сейчас возникнет. И вы знаете, я вот сначала все думал, кому же предоставить право первого ответа, потому что это достаточно важно. В данном случае у вас у всех по 0 баллов, я вас поздравляю. Да, я логически, в принципе, мог бы подвести к каждой команде, я бы мог бы сказать, ну, понятно, что есть у нас же уважение, естественно, к старшим, поэтому первым мы должны начать участие команд «Приоритет». С другой стороны, я мог сказать, это же перваши, в конце концов, молодым у нас везде дорога, вот, поэтому как сделаем-то? Да, ребят, вы будете первыми отвечать. Пусть мучается молодежь первыми. Хорошо, ну в этом случае, конечно же, можете сильно не рассчитывать на призы, а у нас они классные, вы должны догадываться. Итак,
Следующий тур у нас будет проходить по правилам игры наоборот. А что это значит? Это значит, что после заданного мною вопроса нужно будет, посовещавшись 20 секунд, дать, по вашему мнению, наименее популярный ответ. Это понятно? Это понятно. Ну что ж, в вашем распоряжении будет ровно 20 секунд. Вопрос звучит так. Но перед этим давайте по аплодисментами поддержим обе команды. Особенно команда «Приоритет» очень сильно волнуется, это чувствуется, прям от них пульсация такая исходит. Нет, пульсация у меня вопрос. Вот Дед Мороз раз в год приходит, и вы, Дамир, раз в год приходите. Вы где год проводите? Слушайте, ну в Великом Неужели на Уфа-арене? В Великом Устюге проводит Дед Мороз. Я Ну. думаю, вы спросите, вы приходите раз в год, где ваша борода? Почему до сих пор еще не Ну вы обзавелись? побрили чуть-чуть. Да. Ну вот, да, я... Так где вы год находитесь? Ой, слушайте, где я только не нахожусь. Да, можно меня найти в Уфа-арене, иногда можно включать главную кнопку республиканского телевидения. Чтобы хоккей посмотреть и вас Да, там а если послушать, честно, да? целый год я готовлюсь, потому что, как вы понимаете, мы все, что происходит здесь, делаем сегодня впервые, поэтому это требует особой подготовки. Друзья, как вам формат сегодняшней вечеринки? Квартирник, Захмелинский. А как вам наш традиционный ведущий на Татьянин день? Ну, могу сказать, что как бы традиционное ключевое слово. Вот, остальное как бы вообще, в принципе, не котируется. Друзья, участники, 20 секунд, после которых я хочу узнать самый непопулярный ответ на вопрос, что едят студенты. Время. И пошло вот это шушуканье. Я, кстати, могу предположить, что едят студенты сейчас и что ели мы, это, наверное, даже вот что-то очень-очень разное. Потому что для меня было удивительным, я знаю правильные ответы, ну, вернее, по популярности. Они все, в принципе, правильные. В данном случае нужно угадать самый непопулярный. Мне кажется, сейчас все те, кто находится в зале, обмениваются новостями. А ты что сегодня, чем обедал? Что ты сегодня ел? Так, время вышло. Ну и с подачи команд «Приоритет» у вас есть возможность ответить первыми. Тут понимаете, в чем загвоздочка-то, да, что я не сказал вам заранее. В том случае, если ваш ответ совпадет, вам нужно будет передумать что-нибудь. Вот, сообразите, да? Итак, вы поняли, да? Играем от обратного. Самый непопулярный ответ, по вашему мнению, что едят студенты? Ну, мы посовещались и думаем, что это что-то мясное. Блюдо конкретное. Что? Блюдо либо продукт? Они не знают. Да избалованный, потому что слишком большой выбор у вас. Мы когда учились, у нас супермаркетов-то было по пальцам пересчесть в городе. Комки. Которые работали круглосуточно. Да, в отличие от СМИ. 20 секунд, ребят. Давайте, мы вас верим. Но поверьте, сейчас ваша карьера не стоит на кону. Я вам серьезно говорю. Последствий не будет, если вы сморозите что-то. Если вы уже сдали, да. Ну хорошо, давайте мы попробуем ответить. Вот мы назвали мясо конкретное. Давайте говядину, например. Почему нет? Конкретней австралийская говядина. Еще конкретней стейки. Стейки, да, стейки. Ну, вы определились, да? Простите. Это ваш окончательный ответ? Ну, давайте так, блюдо с говядиной какое-нибудь назовите, блюдо с говядиной. Давайте стейк. Итак, дорогие друзья, обдумав 20 секунд и еще 5 минут незапланированного времени, команда «Перваши» считает, что едят студенты, это стейк. Самый непопулярный ответ. Хорошо. Записали. Итак, ваше решение. Самый непопулярный ответ. Ну, кстати говоря, а что такого? Рассуждают ребята абсолютно правильно. Стейки, в конце концов, да? Ну, это ж надо еще как-то изловчиться на стипендию, где-то стейк урвать. Так. Мы подумали и решили, что яичница — это уже дорогой очень продукт для студентов. Такие времена, такие времена. И у нас нестандартный ответ — это завтрак. Не, ну давайте тоже конкретизируем. Завтрак. Вопрос
Что едят студенты? Завтрак. Давайте так, я вас застращал, по-моему, слишком много раз произнес самый непопулярный ответ, но он там должен быть, понимаете, в чем дело? Он там должен быть. И поэтому, если его там не будет, будет нам очень сложно определить обладателя 3-го и 4-го места. Второму разу пойдем. По третьему. Хорошо. Итак, ваш вариант — завтрак. Так и запишем. Завтрак, стейк. И это, кстати, я записываю в столбик под заголовком «Таких ответов на табло нет». Ребята, вторая попытка. Дыдын, спасибо. Дыдын, ага. Ну давайте попроще будем мыслить. А уже нет больше времени обсуждать. Давайте, блиц. Здесь уже такое ощущение, просто кто попадет хотя бы раз. И самый непопулярный ответ. Вопрос, что едят студенты? Но он самый непопулярный из самых популярных, вы же понимаете, да? Топ-6. Мы определились с ответом. Да. Это фастфуд. Что-нибудь более конкретное, что можно одной строчкой прочитать в меню, допустим. Кто-то ест Биг Мак, кто-то Биг Тейсти, тут сложно. Сэндвич, короче, гамбургер. Где вот это вак-беляш, уш-пашмак, где вот это все? Ладно, фастфуд. Ваш вариант? Я понял, вам просто нравится играть в эту игру, да, и вы решили... Пельмени мы решили. Пельмени, давайте запишем пельмени. Тоже нет. Пельмени. Тот же столбик. Золотая классика. Окей. Давайте прямо сейчас посмотрим самый непопулярный ответ, за который вы заработали бы максимальное количество баллов. И это 6-я строчка. Доширак. Всего 2 человека ответили. Всего 2 человека. Это самый непопулярный, представляете? Я тоже сначала подумал, что это самый популярный, но это не так. Всего 2 человека из 100 ответили доширак. И вы заработали бы 60 очков. Двигаемся далее. 5-я строчка. Чипсы. 3 человека считают, что студенты едят чипсы. Вы заработали бы 50 баллов. Так, 4-я строчка. Картошечка. Во всех ее проявлениях вы бы заработали 40 баллов, если бы... Ну, это такое проявление вредного картофеля, а картофель может быть еще и такой приятный. 10 человек ответили так. На 3-й строчке расположились макароны, и вы бы заработали 30 баллов. Вы бы заработали 20 баллов в том случае, если бы ответили сосиски. Вот, и уже на 1-й строчке самый популярный ответ... Бишбармак. Ну что ж, дорогие друзья, это была нешуточная битва, победу в которой одержала команда «Приоритет». Мы вас поздравляем! Это самый популярный ответ. Что вы едите, скажите, вот так вот, ну, если по-честному, так достаточно часто? Ну, у нас вполне адекватные завтраки. Овсянка, яйца, филе. Нормально, кашу. А вы? Все так же? Все примерно так? Готовлю дома сам. Здорово. Вам аплодисменты. Ребят, вы занимаете у нас 4-е место, награждение чуть позже, обладатель 3-го места. Браво, команда «Приоритет», аплодисменты. И мы приглашаем вас занять место в нашем зрительном зале, потому что мы перед тем, как проведем супер-пупер-друпер-мега-финал, еще послушаем классную музыку. Марсель Закиров присоединяется к огромному количеству талантливых студентов Акмулинского. Ну и, конечно же, наши красавчики Лукманов Трибьют. Все вместе споем. Я закрою за собою, ты сказала, я не стою, я подброшу на удачу, допою и пойду дальше, не дождешься, не заплачу, если что, любой получит сдачу. Я в этом фильме главный актер, я сценарист в нем, я режиссер. Враг мой, бойся меня.
нелюбимая, прости меня, любимая, люби меня, враг мой, бойся меня, друг мой, не отрекайся от меня, нелюбимая, прости меня, любимая, люби меня, на-на-на-на-на, я вас люблю, вы супер, друзья, на-на-на-на, на-на-на-на-на. На минуту замечтаюсь, не летаю, но пытаюсь, упаду и поднимаюсь. Все в порядке, я замечтаюсь, не дождетесь, не заплачу. Если что, любой получит сдачи. Я в этом фильме главный актер, я сценарист, я режиссер. Враг мой, бойся меня, друг мой, не отрекайся от меня, нелюбимая, прости меня, любимая, люби меня теперь вы. Нелюбимая, прости меня, любимая, люби меня, на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на. От меня, нелюбимая, прости меня, любимая, люби меня, враг мой, бойся меня, друг мой, не отрекайся от меня, нелюбимая, прости меня, любимая, прости меня. Спасибо, праздника! Вы рано расходитесь, возвращайтесь, потому что сейчас можно танцевать, а самое главное, очень-очень громко петь. Готовы? И... Зачем мне солнце, Монако? Для чего, скажи мне, луна в Сан-Тропе, когда твой взгляд светит ярко? В этом смысла ноль, если тебя все вместе. Зачем солнце мне, Монако? Для чего, скажи мне, луна в Сан-Тропе, когда твой взгляд светит ярко? В этом смысла ноль, если тебя рядом нет. Я открываю шкаф и голову ломаю. Что мне к тебе надеть, я вечером не знаю. Продумала дурацки, как возвращаюсь. И ты так смотришь на меня, что я теряюсь. Ты и я, отдельный мир во всей вселенной от тебя. Прошу лишь одного, держи меня. Ты изо всех как можно крепче, я тебя и заберу с собой. Зачем мне солнце, Монако? Для чего, скажи мне, луна в Сан-Тропе, когда твой взгляд светит ярко? В этом смысла ноль, если тебе еще. Зачем солнце мне, Монако? Для чего, скажи мне, луна в Сан-Тропе, когда твой взгляд светит ярко? В этом смысла ноль. А теперь вы. Зачем мне солнце, Монако? Для чего, скажи мне, луна в Сан-Тропе, когда твой взгляд светит ярко? В этом смысла ноль. И все вместе. Зачем мне солнце, Монако? Для чего, скажи мне, луна в Сан-Тропе, когда твой взгляд светит ярко? В этом смысла ноль, если тебя рядом нет. Звук антсвайдрай есть, отлично, классно. Отдельные аплодисменты нашему танцующему партеру. Как всегда круто, как всегда здорово. Эй, на галерке, как у вас там дела?
Давайте еще раз адресуем наш пламенный привет тем, кто смотрит нас в трансляции. Громко, громко, громко для них пошумим. Максимально широкая аудитория у нашего квартирника. И прямо сейчас мы с вами станем свидетелями супер-пупер-друпер финала, в котором примут участие уже знакомые вам команды. Итак, на сцену за синюю тумбу приглашается команда, представляющая студентов старших курсов, команда без мальчиков. И максимально громкие аплодисменты, чтобы снять волнение, пожелание удачи, пожелание победы. Занимайте, пожалуйста, свое место. Ну а противостоять вам будет профессорско-преподавательский состав. Всего-то навсего команда 2+1. Встречаем! Отлично! Заряжающие аплодисменты. Дайте энергию, дайте любовь. Классно. Ну, видите, как минимум один умник есть в команде, уже кое-что. Итак, условия будут все те же. У вас была возможность посмотреть, как это происходило ранее. Игра наоборот. А это значит, на поставленный мною вопрос нужно предположить самый непопулярный ответ, но при этом желательно, чтобы он все-таки был среди упомянутых. Все понятно? Все получится? 20 секунд на обсуждение. Давайте еще раз пожелаем удачи. Победитель заберет все. Итак, кто первый отвечает, давайте еще раз повторю. Вы думаете одновременно. И 20 секунд на обсуждение. Что покупает студент на первую стипендию? Время. Что-то так посмеялись. А что такое? Давно не получали стипендию? Ну и, соответственно, здесь, мне кажется, есть смысл рассуждать, что в последнюю очередь покупает студент на первую стипендию. Да? Похлопайте, кто уже получал стипендию. Похлопайте, кому понравилось получать стипендию. Похлопайте, кому понравилось тратить стипендию. Да вы ж мои транжиры. Все, здорово, здорово, отлично. Нам на самом деле все логично. Получаете ее с удовольствием, тратите. Ну и сейчас мы узнаем, кто же окажется наиболее удачливым. Но здесь действительно все на удачу, потому что знать это наверняка нельзя. Время вышло, и давайте мы сейчас посмотрим, сколько же баллов заработали наши команды. Итак, команда без мальчиков заработали 88 баллов, а команда 2+3 заработали всего 43 балла, поэтому они получают право первыми ответить на этот вопрос. Итак, звучал он так: что покупает студент на первую стипендию? Самый непопулярный, по вашему мнению, ответ — это... Билет. Билет? Какой? Не уточняется? Лотерейный? В кино? На поезд, чтобы уехать в Освояси? Давайте лотерейный. Кто считает так же, кто покупал на первую стипендию лотерейный билет? В зале есть такие? Серьезно? Вы азартные ребята, да? Ну хорошо. Мы пока просто запомним, да, далее уже обратим свой взор на наше табло. Команда без мальчиков. Ваш вариант? Мы считаем, что в последнюю очередь, надеемся, что студент пойдет покупать себе, допустим, телефон или, может быть, наушники, в общем, техника. Что-то такое, да? Да. Ну хорошо, давайте, знаете, как пойдем? Пойдем с первой строчки. С первой строчки. Вот если бы вы ответили еду, то вы заработали минимальное количество баллов, это всего 10 очков. Еду. Есть такой, да? А 20 баллов, это чуть больше, вы заработали бы в том случае, если бы ответили одежду. 30 человек ответили так. На третьей строчке, чтобы вы думали, с результатом 30 баллов, хозяйственные принадлежности. Есть такое, да, потому что студенты ведут хозяйство. На четвертой строчке ваш результат был бы 40 баллов, ответ книги. Представляете? На пятой строчке, я не знаю, что имеется в виду, но 50 баллов вы бы заработали. Ответ – подарки. Подарки самому себе, подарки любимому маме, преподавателю. Не знаю, просто подарки. И на шестой строчке у нас затаилось слово «техника». Что бы это
не значило, дорогие друзья. И самые громкие аплодисменты звучат в адрес команды «Без мальчиков», которые сегодня на нашем квартирнике становятся победителями. Громкие аплодисменты команде 2+1, потому что вы занимаете почетнейшее второе место. И эти аплодисменты для вас. Громче, друзья. Партнером квартирника в этом году выступил банк ВТБ. Слоган компании «Дальше больше». Потому что впереди каждого клиента ВТБ ждет еще много всего интересного и открываются новые перспективы. Быть полезным, давать уверенность в будущем, вдохновлять на новые достижения. Вот цели нашего повествования. С огромным удовольствием представляю слово заместителю управляющего банка ВТБ по Республике Башкортостан по розничному бизнесу Сергею Николаевичу Мазонову. Он поднимается на сцену, и мы приглашаем все команды на сцену. Приглашаем всех участников. Всех. Сергей Николаевич, сейчас все выйдут на эту сцену, и вы сможете рассказать, какие эмоции вы испытываете. Я думаю, что было очень содержательно и очень интересно. Под ваши аплодисменты, команды. Прошу. Добрый день, спасибо за приглашение. Эмоции самые вдохновляющие, самые впечатляющие. Очень креативно, очень красиво, очень весело. И вот буквально побывав какой-то час, отвлеклись от работы, разгрузили мозги, отдохнули вот, и вдохновились на новые результаты и победы. Дорогие студенты, с праздником, Днем российского студенчества. Студенческие годы – это всегда время незабываемых открытий, новых друзей и, соответственно, первых серьезных успехов и достижений. Вы наше будущее, вы наши перспективы. Почему? Потому что от того, насколько качественно и эффективно вы впитаете те знания и опыт в стенах родного вуза, настолько качественно и перспективно вы в дальнейшем вложите знания, свой опыт, да, свои впечатления будущему поколению. В этот праздничный день я хочу вам всем пожелать веры в себя, поддержку профессорско-преподавательского состава, новых достижений, самых новых высот. Пусть ваша студенческая жизнь всегда будет наполнена яркими впечатлениями, новыми достижениями и успехами. Особая благодарность и низкий поклон профессорско-преподавательскому составу за ваше терпение, опыт и знания. Спасибо вам. Спасибо большое, Сергей Николаевич, спасибо. Еще хочу поздравить всех Татьян, пожелать вам дальнейших успехов, красоты, счастья. Радуйте нас, вдохновляйте нас, мужчин, на новые победы, и успехи и достижения. Спасибо. Сергей Николаевич, спасибо большое за поздравления. Ну и не сочтите уж за труд. У нас церемония награждения. Лучшие команды находятся на этой сцене. И начнем мы, что называется, с деревянных медалей, так говорят в спорте. И это 4-е место, которое заняла команда «Перваши». По-моему, неплохой старт. Ребят, выходите на авансцену. Сейчас вынесут награды, и мы будем эти награды вручать. Итак, специальные призы от банка ВТБ. Почетное 3-е место заняла команда «Приоритет». Всю команду приглашаем в центр нашей сцены. Награждение под громкие аплодисменты. Сергей Николаевич, прошу, вручайте свои призы. Специальные призы от банка ВТБ. Ничего себе.
Второе место, друзья, второе место серебряной награды. Команда 2+1. Ну что ж, настало время поаплодировать нашим победителям. Абсолютные победители сегодняшнего квартирника, сегодняшней игры 100-1. Команда, как бы обидно не звучало для мальчишек, без мальчишек это все произошло. Так и называется команда. Итак, еще раз аплодисменты. Спасибо, Банк ВТБ, спасибо, Сергей Николаевич. Благодарим команды. Ну а специально для чемпионов сегодняшней игры у нас есть особенный подарок. Студенческие отряды Акмулинского являются частью движения и известны победами не только в Республике Башкортостан, но и на всероссийском уровне. В 2024 году движение студенческих отрядов отмечает 65-летний юбилей общей истории и 20 лет современной истории. Ко дню РСО 17 февраля, в дату, когда молодежной организации исполняется ровно 20 лет, студенческие отряды Башкортостана запускают свой бренд одежды «Просто мерч». Сегодня победители игры первыми получают продукцию бренда. Под ваши аплодисменты. Победители! Что ж, под эти громкие аплодисменты я прошу команды занять место в зрительном зале. Награждение прошло, игра завершилась. И только лишь Салават Талгатович, но вам, естественно, придется подзадержаться на этой сцене. Друзья, давайте громкие аплодисменты. Председатель Совета ректоров вузов Республики Башкортостан. И так уж получилось, ректору Акмулинского университета, депутату Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Салавату Талгатовичу Сагитову. Спасибо. Вы знаете, дорогие друзья, в преддверии вашего праздника, Дня студента, меня спросили, а вы как отмечали День студента? И я завис просто, потому что пытался вспомнить за всю прекрасную свою студенческую жизнь и так и не вспомнил, как я отмечал День студента. Почему же? Вот мы знали, что 25 января, да, День образования Московского государственного университета, Татьянин день, и что принято вот День студента. Оказывается, вот только сегодня узнал, оказывается, президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным только в 2005 году был подписан соответствующий указ. То есть до этого это было так неофициально, а сейчас уже это официальный праздник, который утвердил президент страны. С праздником вас, дорогие друзья! На самом деле, студенческая жизнь, она прекрасна, студенческая жизнь, она полна надежд, она полна свершений, она полна достижений. И студенты нашего университета, Акмолинского университета, тому полное подтверждение, тому доказательство. Если только прошлый год взять, вот тут вот только что на сцене миллионеры стояли. Да, вот за прошлый год наши студенты выиграли миллионы, выиграли кучу аплодисментов, выиграли кучу призов. Здесь перед вами выступали лучшие студенты Башкортостана. И это все ваши коллеги, ваши друзья, с кем вы каждый день учитесь, с кем вы каждый день сидите за одной партой. И надо сказать, что, конечно, я вообще ожидал вопрос, Дамир, что один из вопросов будет, кто главный в университете. Я оставил его напоследок. Кто главный в университете? Вы просто прочитали мои мысли. Да, но у меня есть такая способность, да. Но главное в университете, это, конечно, его величество студент. И все, что мы стараемся сделать, дорогие ребята, это для вас. И профессорский преподавательский корпус нашего университета, они лучшие. И они все передают вам, они всю свою душу отдают вам, чтобы вы по-настоящему стали лучшими студентами нашей республики, нашей большой страны. Я вас всех поздравляю с праздником. Я желаю вам беззаботного семестра, у вас он только начался, еще можно покайфовать до мая, потом опять сессия в июне. Поэтому вот, но опять-таки я от слов не отказываюсь.
к тому, что там сейчас, я думаю, будем подводить же итоги, кто получит там автоматом экзамен. Обязательно экзамен получите автоматом, тем более вы к нему подготовитесь и выучите, когда это обязательно это будет. Я вас всех, на самом деле, поздравляю еще раз с этим праздником. Вы большие молодцы, вы гордость и не только будущее, вы уже настоящее нашего университета. Рахмат. Спасибо большое, Салт Талгатович. Да, давайте так, микрофон я, конечно же, возьму, но вот вас отпустить пока мы еще не можем, потому что время вручать награды, и сегодня, в День российского студенчества, мы хотим попросить вас вручить благодарственные письма студентам, тем более у нас даже был один из ответов на вопрос, что получает студент. Грамота, благодарственное письмо. Друзья, итак, студенты достойно представившим Акмулинский в региональных и федеральных проектах 2024 года. Ну, уже успели в 24-м отметиться. Представляете, какие юркие, смышленые ребята. Благодарственным письмом Акмулинского университета награждаются участники международной выставки форума «Россия», которая проходит, да даже в данный момент проходит еще до апреля. И, кстати, из первых уст могу сказать, что выставка продлится аж до лета, но ваше действие происходило с 7 по 8 декабря. Студентка Института физической культуры и здоровья человека Лиана Амирханова. Добро пожаловать на сцену. Благодарственным письмом награждается студент естественно-географического факультета Дмитрий Колыванов. Благодарственным письмом награждается студент художественно-графического факультета Вячеслав Лиходет. Награждается студент Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий Гизат Мустафин. Для награждения приглашаем студентку факультета башкирской филологии Алину Назарову. Благодарственным письмом награждается студентка Института педагогики Ирина Теплякова. Награждается студент Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий Артур Яхин. Благодарственное письмо Акмулинского университета вручается абсолютным победителям летнего кубка КВН Республики Башкортостан, обладателям гран-при Большого кубка юмора КВН, Кубка юмора среди вузов Республики Башкортостан, команда КВН «Конфиденциальность». Благодарственное письмо вручается лауреату всероссийского проекта «Знание театр», руководителю театра пластики «Антитеза» Яне Алексеевне Королевой. Благодарственное письмо Акмулинского университета вручается обладателю Кубка Республики Башкортостан по спортивной аэробике, руководителю народного коллектива спортивно-аэробического шоу «Страдал» Риме Мухаметовне Имамовой. Максимум энергии вложил в объявление. Рима Мухаметовна, личные мои поздравления. Достойная награда. Благодарственным письмом Акмулинского университета за выдающиеся достижения в области спорта и достойное представление университета на региональном и федеральном уровнях награждаются студент колледжа Акмулинского университета Джалиль Гарипов. Держим ритм, громче, громче, все! Благодарственным письмом награждается студент Института физической культуры и здоровья человека Денис Иванов.
Награждается студентка Института физической культуры и здоровья человека Альбина Курмаева. Награждается студент Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий Руслан Максутов. Благодарственным письмом награждается студент Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий Искандер Хасанов. По результатам осенней школы активистов университета «Акмулинские лидеры» определены студенческие советы учебных подразделений, отмеченные экспертами школ. Благодарность Акмулинского вручается студенческому совету колледжа Акмулинского университета. Благодарность вручается студенческому совету Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий. А также студенческому совету Института педагогики. Прямо сейчас настало время назвать имя победителя нашего специального розыгрыша от ректора Акмулинского университета. Обладателем счастливого билета становится Илина Камалова. Мы ждем вас на сцене. Илина Камалова. Илина растягивает момент, растягивает удовольствие. Хочет собрать побольше аплодисментов. Салават Талгатович, но, безусловно, Акмулинский — это прежде всего традиции, есть чем похвалиться, есть что вспомнить и есть что соблюсти. В этом году в честь Дня студента учебные подразделения университета получают специальный подарок. Мы приглашаем представителей учебных подразделений: Естественно-географический факультет, Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования, Институт педагогики, Институт физики, математики, цифровых и нанотехнологий, Институт физической культуры и здоровья человека, Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций, колледж Акмулинского университета, факультет башкирской филологии, факультет психологии и художественно-графический факультет. Итак, ваши громкие аплодисменты, друзья. Подарки получены. Да, просим с этими сладкими подарками отправиться в зал. Ну и еще одна традиция. Акмулинский говорит о том, что ежегодно 25 января студенты должны принять напиток из рук Татьяны. А мы говорим о традиционном напитке под названием медовуха. Так, ну что, мы просим оказать честь и Татьян угостить в честь этого праздника традиционным сладким напитком. Татьяны, добро пожаловать! Я не знаю, как вам, мне кажется, медовуха в 10 раз слаще из рук ректора. Татьянин день. Да смелей, смелей, смелей! Тем более, так, естественно, наша медовуха, она правильная. Там только мед. Там только мед. Татьяны, смелей. Салават Талгатович, ну что, спасибо. Я ответственный за чайник. Я думал, вы скажете, чайник вернешь. Все хорошо, чайник мне. Но на самом деле мы сейчас поступим следующим образом. Если вы не против, да, все те, кто сейчас останется здесь, мы устроим здесь такую вечериночку. Конечно, да. Не против? Да. Поэтому сделаем так. Все те, кто поддерживает мое предложение...
Слава Талгатович. Хорошо, пока меня отпускают. Еще раз, дорогие ребята, вас всех с праздником, с прекрасным днем студента. Вот тот огонек, который у студентов есть, даже когда вы будете завершать университет, пожалуйста, сохраните в себе на всю жизнь. Вот без этого, правда, невозможно. Кстати, я вот стоял, анализировал и понял, почему кто-то занял первое место, а кто-то потом. Первое место заняла команда, где не было мальчиков. 4-е место заняла команда, где было 2 мальчика. Вот сделайте выводы, да? Поэтому на следующий год, мы не знаем, что придумает наши организаторы на следующий год, поэтому не рискну сказать, что надо брать мальчиков в команду или не надо. Но я знаю одно, что нужно жить в дружной команде Акмулинского. У нас с вами президентом страны год объявлен годом семьи. Семья Акмулинского, она действительно очень крепкая, она очень надежная, очень дружная. Я думаю, что мы с вами еще раз это докажем. А вот осенью мы с вами по 5 дней, каждый факультет был в Салихово, да, на наших сменах. И мы решили, что немножко переформатируем, и весенние смены для лидеров тоже будут, но несколько в ином формате, там уже не по факультетно, а по направлениям. Поэтому, я думаю, это тоже поможет вам для дальнейшего роста и для дальнейшей активной жизни в стенах нашего великолепного университета. Байрамнан Баргадала, еще раз праздником. Спасибо. Спасибо, Дамир. Спасибо, Слава Талгатович. Да, просто продолжение вашей мысли, да, по поводу того, что где парней побольше. Вот Татьянин день есть, а вот день Димы, например, и день Ильдуса почему-то вот до сих пор нет. Так, мы поступаем сейчас следующим образом. Вот все вот это пространство превращается в танцпол. Татьяна, надеюсь, вы нам поможете. Вы разливаете традиционную медовуху всем желающим, всем студентам. Музыканты выходят на эту сцену. Безусловно, талантливейшие артисты из числа студентов Башкирского государственного педагогического университета. Давайте продолжим в ритме танца отмечать День студента здесь, в самом жарком концертном зале. Давайте поаплодируем, чтобы музыканты нас услышали и вышли на эту сцену. Особенно все те, кто любит по-настоящему живой звук. Лукманов трибьют сегодня на этой сцене. Друзья, продолжаем веселиться. Забуду все, что рисовала мне ты выгодами. Попробую узнать, что значит счастье без Феррари. Для этого нужны лишь пара ног и глаз. Я должен научиться быть живым здесь и сейчас. Впервые выйду из подъезда, не состав маршрут. Блин, забыл часы. Ладно, ведь меня нигде не ждут. Ну а какая разница, вторник или пятница, когда навстречу тебе улыбаются. Вроде бы зима, но город тает под ногами. А я иду, считаю встречных девушек глазами. Ай-яй-яй, не буду верить ветрам. Хочу знать весь мир, смотря по сторонам. Ай-яй-яй, забыть, что было вчера, но помню, что будет завтра. Новая игра. Кто-то мог подумать, что я идиот, ведь вроде без причины улыбаюсь полный рот. Но поверьте мне, со стороны куда смешней. Прожить всю жизнь покерфейсом, а что для вас важней? Я знаю, так не принято, но вы меня простите. Я уничтожу понедельник на своей орбите. И мне не нужно одобрение вашей мамы. Если я решил вперед, значит вот моя программа. Вроде бы зима, но город тает под ногами. Ай-яй-яй, иду, считаю встречных девушек глазами. Ай-яй-яй, не буду верить ветрам. Хочу знать весь мир, смотря по сторонам. Ай-яй-яй, забыть, что было вчера.
панцирем, кажется, есть и кому давно пора сменить мягкий диван на ней. Ну а какая разница, где там ты или здесь? Впитываем все, что вызывает острый интерес. Ай-яй-яй, не буду верить ветрам, хочу знать весь мир, смотря по сторонам. Ай-яй-яй, забыл, что было вчера, но помню, что будет завтра. Новая игра. Ай-яй-яй, не буду верить ветрам, хочу знать весь мир, смотря по сторонам. Ай-яй-яй, забыл, что было вчера, но помню, что будет завтра. Новая игра. Всем спасибо. А сейчас самое время танцевать и петь вместе с нами. Танечка плачет, в который раз она роняет гречку мячик. Она решила, будто все в жизни плохо, но в кармане плеер и левое ухо. Пульсом бьет, 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 пульсом бьет бит, пульсом бьет бит. Сезон танцев открыт, пульсом бьет бит, пульсом бьет бит, пульсом бьет бит, пульсом бьет бит. Сезон танцев открыт, пульсом бьет бит, пульсом бьет бит. Самый лучший хит, пульсом бьет бит, пульсом бьет бит. Самый лучший хит, пульсом бьет бит, пульсом бьет бит. Самый лучший хит, пульсом бьет бит, пульсом бьет бит. Самый лучший хит, пульсом бьет бит. Снова суббота, она не рада, потеряла работу. Но если так подумать, это свобода. Но она летит туда, где шепчет погода. И прямо в самолете пульсом бьет бит, пульсом бьет бит. Сезон танцев открыт, пульсом бьет бит, пульсом бьет бит, пульсом бьет бит, пульсом бьет бит. Сезон танцев открыт, пульсом бьет бит, пульсом бьет бит. Самый лучший хит, пульсом бьет бит, пульсом бьет бит. Самый лучший хит, пульсом бьет бит, пульсом бьет бит. Самый лучший хит, пульсом бьет бит, пульсом бьет бит. Самый лучший хит, пульсом бьет бит. Самый лучший хит, пульсом бьет бит, пульсом бьет бит. Самый лучший хит, пульсом бьет бит, пульсом бьет бит. Самый лучший хит, пульсом бьет бит, пульсом бьет бит. Самый лучший хит, пульсом бьет бит. И все вместе. Самый лучший хит, пульсом бьет бит, пульсом бьет бит. Самый лучший хит, пульсом бьет бит, пульсом бьет бит. Самый лучший хит, пульсом бьет бит, пульсом бьет бит. Самый лучший хит, пульсом бьет бит. Пульсом бьет бит. Пульсом бьет бит. Пульсом бьет бит. Ну что, остались самые стойкие, да, я так понимаю? Конечно, мы с вами еще немножечко веселимся, отдыхаем, поем. Поем? Сейчас песня будет такая, нужно прям петь хорошо, очень душевно, да? Сегодня плакать нельзя. Обязательно плакать нельзя. И слезам мы верить не будем, да, с вами? Ну что, поехали?
что, все вместе. Сколько нам с тобой неба синего, моря пенного, тела бренного, чашу полную жизнь отмерила. Выбирай, выбирай, у реки два берега. Сколько? У реки два берега. У реки два берега. У реки два берега. И все вместе. И не верь слезам, все вернется после долгих ночей. Сладкий сон, а вернется после долгой ночи. Растекается свет невидимый, все отмечено старым именем. Руки скованы вечным холодом, только губы непокорные. Все вместе. И не верь слезам, все вернется после долгих ночей. Пью сладкий сон, обернется после долгих ночей. И не верь слезам, все вернется после долгих ночей. Пью сладкий сон, обернется после долгих ночей. Ну что, дорогие друзья, мы с вас еще раз поздравляем всех с праздником. Желаем вам всех закрытых сессий, желательно на отлично. Нам желаем закрытых сессий на отлично. Ну что, а сейчас последняя песенка. Вот здесь нужно прям разойтись, показать, какие вы все студенты, что у вас еще молодость, и все именно зависит от вас и от нас в нашем университете. Ведь наш Акмулинский не придумали, да? Ага. Все вместе. А кричалку что, никто не знает? Было слабо, видимо, медовухи плохо попили, да? Баурсак плохо поели. Давайте еще раз. 3, 4. Ну что, сейчас со стаканчиками аккуратно, потому что будет очень весело, будет очень быстро, будет очень шумно. Поехали! Все вместе! Танцуем! Ручки выше! Помню, было мне 10 лет, и я копил на новый велосипед. Я жил лишь этой мечтой, пока как-то раз не встретился с тобой. Ты меня обворожила, погулять с собою предложила. Я взял копилку и разбил, и тебя в парк отдыха сводил.
мне было 15 лет. Я копил на новенький мопед. Ты меня обворожила, на дискач попсовый пригласил. Ты меня обворожила, на дискач попсовый пригласила. Напитков много разных было, и ты меня в ту ночь уговорила. Гали-гали, пара-друбер, нам с тобою было супер, супер Василь. Гали-гали, мы с тобой всю ночь летали. Василь, гали-гали, мы с тобой всю ночь летали, летали. Ну что, дорогие друзья, с вами сегодня была команда вокальная служба Акмулинского университета «Голос». И, конечно, замечательная группа, замечательные профессионалы-музыканты. Группа Лукманов Трибьон. Поехали! Гали-гали, пара-трупер, нам с тобою было супер, супер Василь. Гали-гали, мы с тобой весь день летали. Гали-гали, пара-трупер, нам с тобою было супер, супер Василь. Гали-гали, мы с тобой весь день летали, летали, летали. С праздником, дорогие друзья! Ну что, друзья, всем спасибо, всех с праздником. Приходите к нам еще.